Здравствуйте, меня зовут Пака Линна, я из 6 В класса, автор произведения Сергей Куцков «Волки». Так уж устроена деревенская жизнь, что если до полудня не выйдешь в лес и прогуляться по знакомым грибным да ягодным местам, то к вечеру уж и бежать нечего, все попрячется. Так рассудила и одна девушка. Солнцетойка поднялась до верхушек ели, как у нее в руках уже полная лукошка. Далеко забрела, зато грибы какие. С благодарностью она посмотрела вокруг, и только уж было собралась уходить, когда они кусты неожиданно вздрогнули. На поляну вышел зверь. Глаза его цепко следили за фигурой девушки. «Ой, собака!» — сказала она. Где-то недалеко паслись коровы. И знакомство в лесу с пастушей собакой не было им большой неожиданностью. Но встреча с еще несколькими парами звериных глаз вела в оцепенение. «Волки!» — мелькнула мысль. «Недалеко дорога. Бежать!» Да силы исчезли. Корзинка невольно выпала из рук, ноги стали ватными и непослушными. «Мама!» Этот внезапный крик приостановил стаю, которая дошла уже до середины поляны. «Люди, помогите!» Троекратно пронеслось над лесом. Как потом рассказывали пастухи, мы слышали крики, думали, дети балуются. И это в 5 километрах от деревни, в лесу. Волки медленно подступали, впереди шла волчица. В атаку этих зверей волчица становится во главе стаи. Только ее глаза были не столь свирепые, сколь изучающие. Они будто вопрошали: «Ну что, человек, что ты будешь делать, когда нет в твоих руках оружия, а рядом нет твоих сородичей?» Девушка упала на колени, закрыла глаза руками и заплакала. Внезапно к ней пришла мысль о молитве. Словно что-то встрепенулось в душе, словно воскресли слова бабушки, памятные из детства: «Богородицу проси». Девушка не помнила слов молитвы и, осеняя себя крестным знамением, начала просить Матерь Божью, словно свою маму, в последней надежде на защиту и спасение. Когда она открыла глаза, волки, минуя кусты, уходили в лес. Впереди с опущенной головой шла волчица. У меня все.